Хранители истории, экологическая акция «Береги планету. Субботник» в память о героях, региональная интеллектуально-спортивная игра «Путь первых» и многое другое. Дети с большим интересом рассказывают о проектах, в которых они приняли активное участие. Образование и знания, наука и технологии, патриотизм и историческая память, спорт и культура. Программы движения охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Региональное отделение движения продолжает занимать лидирующие позиции по стране. Наши ребята являются победителями различных всероссийских конкурсов. С мая 2024 года командой Детского регионального совета были организованы различные мастер-классы, семинары, тренинги, направленные на развитие и вовлечение детей и молодежи в активную общественную жизнь. Это помогло повысить осведомленность и привлечь новых участников движения первых. Как активист я также представляла интересы молодежи Ингушетии на различных форумах и встречах, включая федеральные мероприятия, такие как фестиваль детства и юности, международный форум гражданского участия «Мы вместе», выставка «Форум Россия», второй съезд движения первых, российская школьная весна и всероссийский проект «Космическая экспедиция первых», благодаря которому увидела запуск ракеты. Муниципальные советы первых помогают специалистам местного отделения с решением ряда задач в деятельности движения первых на городском и районных уровнях. Участники Детского регионального совета первых неоднократно становились частью организации масштабных проектов в качестве детской дирекции. На достигнутом останавливаться мы не собираемся. В 2025 году я планирую продолжать работу над вовлечением еще большего числа детей в ряды движения первых. В данный момент мы ведем активную работу по регистрации на самую масштабную военно-патриотическую игру России «Зорница 2.0». Детальный отчет о деятельности движения в республике представила председатель Ингушского регионального отделения движения первых Марина Албогачиева. По ее словам, акцент был сделан на мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и развитие лидерских качеств через участие в таких проектах, как Всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница 2.0», экологические акции и спортивные фестивали. Общий охват участников мероприятий за прошлый год составил 29 тысяч человек. В этом же году планируется эту планку поднять, и к концу 2025 года охват должен составить более 70 тысяч участников. Тем самым в движении должен быть чуть ли не каждый второй ребенок и взрослый. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональным отделением движения первых запланирован ряд масштабных мероприятий. И мне бы хотелось рассказать об основных. Мероприятие под названием «Помним, гордимся» – это шествие в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны, во время которого школьники несут портреты членов семей, принимавших участие в боевых действиях в 1941-1945 годах и специальной военной операции. Считаю актуальным это, учитывая, что 2025 год объявлен годом защитника. Точками локации определены муниципалитеты. Итого в мероприятии примут участие более 2000 человек на 10 различных площадках. Следующее масштабное мероприятие – это реконструкция событий Великой Отечественной войны. Планируется провести на мемориале памяти и славы. Театрализованное шоу будет состоять из 3 блоков: «Мирная жизнь объявления войны», «Сражение» и «Победа за нами». Участниками постановки являются студенты колледжа республики. Цель мероприятия – создать условия для формирования чувства гордости за свою родину, формирования благодарной памяти о простых людях, победивших фашизм. Также движение первых проводит грантовый конкурс, который предоставляет шанс для финансовой поддержки проектов, направленных на интересы детей и молодежи. Проекты должны соответствовать одному из направлений движения. В конкурсе могут участвовать школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы. Максимальная сумма гранта составляет 10 миллионов рублей. Глава Ингушетии выразил поддержку региональному отделению, отметив особую важность движения первых для Ингушетии, в том числе в плане вовлечения молодых ребят в общественную жизнь, формирования активной гражданской позиции. Кроме того, это возможность для нашей молодежи реализовывать себя профессионально и творчески, раскрыть свой потенциал, приобрести новые знания и навыки. Мероприятие я посмотрел, большая работа ведется, и с этим не поспоришь. В целом, то, что работа идет, я вижу, встречаетесь,
готовите, выступаете, выезжаете, показываете словами, поступками нашу республику, да, и передовых находитесь. И действительно мысли хорошие у вас, чистые мысли у вас. Вы сегодня формируете как раз будущее, молодежь, чтобы она была ответственна, чтобы она была патриотичная, начиная от школы, младших классов. Понимаете, студенческая молодежь, она должна быть вовлечена, особенно первый, там, второй курс, да. Я не знаю, насколько взаимодействие с университетом. Вот, тем более у нас есть колледжи, ориентировать молодежь, да. Кроме того, еще надо вовлечь в трудовую деятельность. Начинаем со своего двора, огорода, помощь матери, отцу, соседу. Тем более сейчас у нас преддверие 80-летия победы Великой Отечественной войны, год защитников Отечества сегодня у нас, да, объявлен этот год президентом Российской Федерации. 80-летие отношения к участникам СВО, к семьям погибшим, раненым, мы прям конкретно, мы и так занимаемся, но и будем заниматься еще. Молодежь, держите флаг России наш в крепких руках. Впереди у ребят насыщенный год, который будет не менее богат на события, чем прошлые. Это и участие в региональных и федеральных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, продолжение профориентационных проектов, в том числе масштабного фестиваля «Билет в будущее», волонтерская деятельность. Также планируется продолжать акции по поддержке бойцов СВО, помощь старшему поколению, добровольческие и экологические проекты. Тамара Хашагульгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханеев, Рахман Цуров, Магаз 24.